Отчет о деятельности Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации столицы за 5 месяцев 2025 года представил начальник департамента Юрий Дбар. Значительные средства потрачены на содержание улиц, прибрежной зоны, а также на комплексное содержание зеленых насаждений, обслуживание мусоропроводов многоквартирных домов, на организацию вывоза и утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Согласно отчету, было проделано немало работы, в том числе и подготовка к летнему сезону. Проведены совместные проверки состояния береговой полосы моря, усилен контроль за работами по обеспечению санитарного содержания территории прибрежных рекреационных зон, современной уборки от случайного мусора, а также после каждого шторма сбор и вывоз веток и бревен. В столице остро стоит вопрос несанкционированных свалок. Об этом сказал заместитель главы департамента ЖКХ Руслан Авицпа. Для вывоза мусора администрация приобрела еще 4 единицы спецтехники. Они помогут справиться с возрастающими объемами ТБО во время турсезона. Также обсуждалась проблема подтопления подвальных помещений в многоэтажных домах. Администрации было приобретено насосное оборудование мощное, порядка 300 кубов в час для откачивания подвалов. С успехом это оборудование используется до сих пор. В тех подвалах, где достаточная глубина, где можно опустить шланг, да, ну, имеется в виду, что сейчас, если, допустим, там уровень вод находится где-то там порядка 20-30 сантиметров, его использовать нет смысла, потому что засосет воздух. Соответственно, проблему эту, естественно, решать надо, поэтому мы пошли по такому пути. На базе ЖРСУ, которая, по большому счету, ее профильное ведомство обслуживания многоквартирных домов, значит, решено создать специализированную бригаду, которая сейчас уже, в принципе, почти укомплектована, которая будет заниматься исключительно подвальными помещениями. В итоге отчет Департамента жилищно-коммунального хозяйства решением большинства депутатов Горсобрания не был принят, так как некоторые вопросы нуждаются в доработке. Имущественный комплекс бывшей сувенирной фабрики включили в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности Сухума, подлежащих приватизации. Депутаты приняли решение на основании письма главы города. Здание бывшей сувенирной фабрики, оно находится в удручающем состоянии, нету ни окон, ни дверей. Сувенирная фабрика не работает, она уже много лет в таком состоянии. Я думаю, что муниципальная собственность сегодня с учетом нашего бюджета не в состоянии отремонтироваться самостоятельно. И потому вышел такой вопрос о том, чтобы включить данный объект в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, чтобы, может быть, частные структуры его привели в порядок и, наконец-таки, знаменитая сувенирная фабрика, которая была в Советском Союзе достаточно большим предприятием, снова заработала. Тарифы по дератизации и дезинсекции в Сухуме будут повышены. Депутаты Горсобрания приняли такое решение, рассмотрев письмо главного врача санэпидемслужбы Сухума Лидии Кураносовой. Повышение тарифов связано с ростом цен на химикаты. Финансовый дефицит испытывает эта организация, поэтому в связи с тем, что идет инфляция, все дорожает, и с 2022 года не было поднятия цен. У нас на дворе 2025 год все в 2 раза подорожало, поэтому те объекты, которые они раньше могли делать за счет администрации, допустим, то есть объемы могли выполнять больше, на данный момент объемы выполняются самые минимальные. На повестке дня было 3 вопроса, 2 из которых были приняты. Кундашова, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.